может разбавить народный праздник с частушками и башкирскими ансамблями. Человек, который носит звание главного танцовщика страны – Ильшат Шабаев. Нельзя сказать, что изначально танцы стали осознанным выбором 4-летнего мальчика. Скорее, это была инициатива мамы Ильшата, которая тогда еще и не подозревала, что сын примет участие в самом крупном танцевальном шоу страны. Ильшату удалось попасть в шоу «Танцы на ТНТ» в 2014 году, где в канун 2015 года он получил главный новогодний подарок своей жизни – победу в шоу, а также 3 миллиона рублей и звание главного танцовщика страны. Не хватает слез, ты к ним лети скорей, пусть они поют с тобой о приключениях. Будем танцевать, пока они не включат свет до самого конца, до головокружения. Окончив училище в Оренбурге, он отправился в Москву и поступил в столичный МГИК. В университет часто приезжали зарубежные танцоры и хореографы. Отметив его таланты, одна из приезжих звезд предложила танцору переехать в США, но Ильшат отказался и решил остаться в России. И, несмотря на всю свою крутость, продолжает гастролировать по стране. В этот раз он приехал в Уфу на народный фестиваль. Ты снимался в танцах, то есть ты видел всю эту кухню изнутри. Расскажи, как происходит типичный съемочный день. Типичный съемочный день проходит очень нетипично, потому что каждый раз все по-разному. Все начинается с раннего утра и идет репетиция до начала концерта, потому что концерт, сами съемки начинаются в 7 часов, и нету возможности у участника повторить снова свой выход. У него только лишь 1 минута, либо 1,5 минуты. С каждым концертом длительность его выхода удлиняется, потому что участников все меньше и меньше. Аня Шушакова. Ильшат Шабаев, Специально для «Городов».